танцевальному ансамблю «Войнах» 62 года. Драматическому театру имени Нуродилова скоро исполнится 70. Оба коллектива обласканы любовью жителей Грозного. Оба знали престижные гастроли в стране и за рубежом. Оба прервали жизнь в развалинах войны. Прервали, но не кончили. Сегодня по первому зову потянулись сюда, в Анапу, на базу отдыха творческого объединения «Премьера» из Грозного, Черкесска, Ингушетии, Урала, Сибири. Потянулись безработные из палаточного пригорода, из негодных для жилья руин. Потянулись и нашедшие приличное место под солнцем из устроенного быта. Старики, помнящие прежние времена, и молодежь, предпочитающая музыку автоматной очереди. Первый танец, да, до полукруга. Остановились. Все, идет последняя часть, трюковой части, восьмерка. Девушки расходятся и делают финал. Вы видите, у нас очень много молодежи. Мы выехали с собой, собрав коллектив, вывезли с собой молодежь, которая может в ближайшее время влиться в коллектив и достойно заменить уходящую плеяду танцовщиков. Я уже почувствовала, с настроем работают ребята, но вот расскажите вы об этом. Вы уже здесь 20 дней работаете. Вот какой вот общий настрой, желание работать? Вы знаете, кавказский танец, особенно чеченский танец, его невозможно танцевать без внутренней энергии, без темперамента, без характера. И, естественно, если ты его танцуешь как положено. Не танцуешь так, вообще не танцуешь. Поэтому вы видели эту нашу энергию, наших танцовщиков. Это добрая энергия, это наш экспрессивный чеченский танец. Наряду вот с такой мужской экспрессией, с таким духом, с такой волей мужчин, резкая параллель, нежный, мягкий, женский танец. То есть это идет полная гармония. На этой базе начали творческий процесс. 20 марта я провел первую репетицию. Естественно, первая неделя была очень тяжелой для танцовщиков. То есть это ломило телом, болели мышцы. Но вот эти условия, которые создали нам, и Министерство культуры нашей республики, наш министр, и министр культуры России, и руководитель этого творческого объединения «Премьера» Гатов Леонард Григорьевич. Вы видите, теплый, чистый, красивый, светлый зал. Это в первую очередь то, что нам было необходимо, то, что мы искали. И в дополнение, логическое дополнение всему, это те условия, которые созданы в быту. То есть хорошее питание, теплые, светлые комнаты. Все удобства мои артисты имеют для того, чтобы в данное время работать плодотворно. Я надеюсь и жду этого дня, когда ансамбль «Войнах»
первую очередь представлен перед публикой Чеченской Республики, города Грозного. Вы окунулись наконец-то в привычную вам творческую атмосферу, обстановку. Настрой, конечно, у нас самый такой хороший настрой. Мы хотим, пока есть возможность, такие условия прекрасные, мы хотим возродить наш коллектив, какой был наш коллектив, славный наш война. Задайте нам этот вопрос через 1,5-2 месяца, и мы вам покажем это. Все. Приедем. Считайте, что вы нас пригласили. Мы хотим поблагодарить тех, кто нам устроил такие условия хорошие, людей, которые помогли нам собраться вместе. И вы знаете, они, те люди, благодаря которым мы здесь находимся, они не просто помогли возрождению нашего ансамбля. Самое главное, благодаря этому акту мы не потеряли веру в хороших людей. Огромное спасибо, огромная признательность тем, благодаря которым мы сейчас вот здесь находимся. Спасибо вам за все, за то, что в самый трудный момент вы нас поддержали. Настрой у нас хороший, рабочий. Что ему сказать? Настрой, хочет танцевать. Любим мы свою работу. Давно не танцевали. Ребята вот 20-го, буквально несколько дней как начали, вы сами знаете, как трудно. Но тем не менее, видите, азарт, желание наше. Потому что наша жизнь – это сцена. Вы искренне верите, что вот это какой-то реальный шаг, пусть маленький, но все-таки шаг к мирной жизни на вашей родине? Надеемся. Мы убеждены, что это реальный шаг. Можно я двумя словами скажу, вот все, что, значит, в стихотворной форме, если можно. Последних лет кровавая страница триумфом зла в историю войдет. Но ты, Чечня, из пепла возродишься. Я верю, мир и счастье к нам придет. Беслан Индуркаев из Надтеречного района Чечни говорит, что все, чем он живет сегодня, это воссоздание прежнего ансамбля. Хусейн, не раздумывая, бросил работу в процветающем коллективе Ингушетии, приехал, как только узнал, что есть надежда восстановить войнах. Ясхан Алиев, хореограф ансамбля, вспоминал студенческие годы в Краснодарском институте культуры и спешно передавал приветы однокурсникам, преподавателям, прямо-таки сыпал фамилиями. Хочу вспомнить всех поименно. Это декан нашего факультета, культурно-просветительного факультета, Гордлицкий Станислав Федорович, зав. Кафедры Нагайцева Людмила Георгиевна, мой куратор Баранникова Виктория Алексеевна, Священко Валерий Николаевич, Шилов Николай, который со мной учился, но уже преподает, Собинов Витя, который живет в Краснодаре. Всем им от меня большой привет, я их люблю, помню. А еще ждут Сашу, русского парня, одного из лучших танцоров Войнаха. Вот только адреса пока не найду точного, сейчас он где-то в Волгограде. Но уверены, как только весточка до него долетит, он приедет, не задумываясь. Работа с 9 утра до 11 ночи с короткими перерывами. Ближе к полночи все вместе у телевизора. Минуты воспоминаний. Это было недавно, это было давно.
Кровавую свадьбу Гарсия Лорки режиссирует коллектив Грозненского драматического театра имени Нурадилова. Для режиссера Руслана Хакшиева это не новый материал. Он уже ставил спектакль о несовместимости человеческого порыва любви и общинных правил, как писала тогда пресса о пьесе Гарсия Лорки и спектакле Руслана Хакшиева. О чем сегодня эта кровавая свадьба? Для людей мать, там, невеста, там, все хотят мира. А вот когда следует уже эмоции, чисто массовые, так сказать, что современно для чувства. И финал, когда убийство — это радость, удовольствие, то есть как бой быков. От жизни не уйти, ни в точно соответствующем своему названию Грозном, ни в тихой в это время года курортной Анапе. Сдержанный темперамент, природная грация, пластика. Писал об этом спектакле в далекое мирное время тогда еще не министр культуры, а театровед Михаил Швыдкой. Характерная деталь. Становление театра в Чечне шло впереди развития национальной литературы, изобразительного искусства, музыки. Театр черпал из этих народных истоков силы и, в свою очередь, стимулировал развитие профессионального искусства. 6 выпусков лучших театральных вузов Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Воронежа пополняли творческий состав Чеченского театра, основанного 1 мая 1931 года. Иччерго усва, ларлула. Нагаю суха некласа. Ойо шар дунья садат. Ойо шар дахар садат. Союз! В мае будет юбилей театра, вы готовитесь к этому юбилею. Да, 70 лет. Расскажите об этом, о программе. Во-первых, исходные позиции наши и во благо, во имя чего мы и здесь, и что мы хотим, можно выразить словами Гарсия Лорки, который сказал: театр самое могучее, верное средство возрождения страны. Он может в считанные годы переменить образ чувств целого народа. Народ наш, как и страна, мы знаем, в кризисе, в том числе и в духовном кризисе. Особенно Чеченская республика, разбитые учреждения культуры, все. Вот наша задача, сверхзадача, будем говорить, возродить театральное искусство, которое имеет огромную 70 лет традиции. И в этих 70 годах, промежутках, выпускники ГИТИСа, 2 курса, многие работают из них, 3 курса в ГИТМе Калининградского театрального института, в Воронеже, Краснодара, Ростова. То есть образовательный ценз очень большой. И, соответственно, профессионализм, который, в общем, немного годами, так сказать, расшатан, да, вот задача сейчас собрать. Это и профессиональное, значит, собрать сцены и спектакли разных, и русская классика, и зарубежная, национальная драматургия от истоков чеченского театра,
вот, представлений. Вот такая задача стоит. Конечно, мы в первую очередь хотим отчитаться перед краснодарцами, которые вот, при такой инициативе, поддержке и местных органов, и особенно творческое объединение под руководством Гатова, творческое объединение «Премьер», вот эти условия нам создали. Здесь многие по желанию с детьми, то есть они отдыхают, лечатся и вместе с тем работают. Работаем, ну, можно сказать, в 9 утра мы начинаем, и вот сейчас в 10-11 заканчивают. Затем будет создан, вернее, скорректирован спектакль «Женитьба», который мы так несколько в торопях собрали, тем не менее на фестивале национальных театров Северного Кавказа был признан лучшим. Вот, Извините, вы сказали «затем», а первое это Гарсия Лорка вы имеете в виду, да? «Кровавая свадьба». Нет, мы не весь спектакль показываем. Мы фрагменты, показываем фрагмент да. «Кровавая свадьба», Гарсия национальная, Лорки. да, драма, народная драма, тоже все фрагменты композиции. Да-да-да. «Один лишь Бог», затем такие истоки народного творчества, такой, так сказать, как скоморохи, журги, такие, в общем, зарисовки такие. Это и «Женитьба». И еще современная пьеса, комедия чеченского очень популярного автора. Правда, он сыгран более 1000 раз, очень популярный, это Бажалия Хамидова. Ну, а между, так сказать, идет повествование о театре в такой своеобразной форме. И все это составляет единую картину. Это будет и тематически, и пластически, и музыкально все связано. Конечно, да. Вы сказали, что первыми, наверное, увидят краснодарцы Да. этот спектакль, а потом вы загадываете наперед что-то, перспективу видите? Мне кажется, вот у нас будет эта программа и спектакль будет «Женитьба». Вот. Можно еще один сделать. Мне видится, что, конечно, не в скором времени, при огромном желании театр будет. Нам бы хотелось вот этот период, когда, значит, определенное лицо чеченцев создано, ну, преимущественно мы говорим, понимаете, да? Да. Вот чтобы это все, так сказать, несколько ушло бы в сторону и начали с доверием жить. И, значит, соответственно, вот с этой, несколько, может быть, другой формы, с этой программой проехаться по республикам России. Ой, Шардахар Садат! Союз! Героиня Аси Муртазариевой, послушная велению сердца, одна восстала против общепринятого мнения. Человек и толпа – тема более чем актуальная. Откуда человек черпает силы и в какой мере в построении роли помощник собственный жизненный опыт, спросила я у актрисы. Отец. Конечно, я, когда в 98 году мы первый раз, вот, когда я водилась в этот спектакль, я искала я общалась с женщинами, с подругами, кто испытал вот такое сильное чувство, такую сильную страсть. И, как сказать, но не находила я такого, чтобы я могла в себе вот... А сейчас мне кажется, что я была бы готова сыграть эту роль. Результат их трудов в Анапе для вопрос жизни коллектива. К великому сожалению, где-то подсознательно, и мы все это чувствуем, что эти условия ненадолго. И я не думаю, что так будет. Надеюсь, что так не будет. Хотелось бы верить в то, что ансамбли в дальнейшем как-то найдут для нас возможности и создадут условия в дальнейшем, чтобы коллектив не бросал эту работу. Результат их жизни в Анапе – это еще и непростые размышления, как жить дальше, как жить вместе. Как вы считаете, если бы все люди слушались своего сердца, как бы мы жили? Ну, сердца бывают разные, и желания тоже, но если бы все люди шли по велению сердца, который, ну, как
по велению сердца, который любит. Да, любящее сердце. Тогда, мне кажется, мы бы жили в раю просто. Мы свое сердце оставляем в Анапе.